Доброе утро. День 7. Вот в таком состоянии встаю. Сейчас потихоньку тоже буду вещи выкидывать, сушиться и собираться. Полную инвентаризацию, можно сказать, провел, все почистил, что мог. Ну, понятно, рюкзак по 3-му, по 4-му разу еще буду чистить. Вот все подсушил. Ну, сегодня, если вот так вот будет бездождливо и нормально, нигде я не полезу в грязи, будет комфортно вообще спать и все остальное. Так, первый метр. Мингер, арча. Но мне прямо пока что. Дом быта, церковь. Ну что, чуть-чуть понравилось чем? Своим гостеприимством, то что люди отвечают на вопросы, когда спрашивают. Даже вот ночевать пригласили. Выставка каких-то фигур. Ничего себе, целый музей. Музей на выезде из Тюлечей. Тут вот плетеный забор сделали. Поставлен обычным бюст Ленина. А можно, да, смотреть? Спасибо. Катюша. О. Коллекция колес. Весна-осень 1890-го, да? Вот для 9 мая явно подготовленный автопарк, скажем так, мотоциклопарк. Моя тема. Землянка. Ой, это что, Ленин, что ли, как? Да, похож. Пасека. Дальше выход к реке, озеру, запруда. Можно на лодке поплавать. Молодец человек. Что сказать. Все продумывает до мелочей. Мечеть есть. Вот тут ястреба нашел в этнографическом музее. На выезде из Тюлечей. В ту сторону, оказывается, Мамадыш, где я вчера ехал. Машин пруд-пруди. Ничего, накат нормальный, можно такие в подъем. Ага, есть, надо воды набрать, освежить. Свежей воды набрать обязательно надо. Состоялся подъем по этой трассе. Уже подъезжаю к первому населенному пункту на гряде. Подъем был мощный. Здесь сразу воды нет. Все в Тюлечи стекает. Вот смотрите, с какой низины поднялся. Вот она везде идет. Это долина реки Мёж, по-моему. А вот там всего Машима. Вот здесь вы видите Тюлечи. А мне прямо тоже дальше подъем небольшой. Богатые собы 14, Шималдан 39, до Сатышева 5 осталось. Ну, судя по всему, и туда машины вон едут. Разделяется. Но уже меньше, в 2 раза поток будет. На пути у меня 14 район, Сабинский, вон надпись. И тут вот такое дерево перед въездом, дуб вековой, и на нем ленточки. Ну, то есть люди останавливаются прямо под эту тень, прячутся, желание загадывает. Ну да, палящая жара, а тут заехал сразу, так круто.
Много живописи. Вот такие леса тут в Сабинском районе. Подъезжает Стамышево. Сатыш, 1170 год. Ого! Ну, 1170 год, камень, это уже о многом говорит. То есть древнее место, давно его люди заселяли. Значит, благоприятно здесь жить. Уф, ну чё, приключения до лесхоза. Оттуда нормальная дорога в Сабы. Да. Заезжаем в поселок Сатыш. О, тут запах силоса. То, что я люблю. Что, проедемся по дорожке. Ой, единственное старинное здание, что здесь находится. А, это медресе, кстати, да. Полиция даже есть. В районе, наверное, 700 человек проживает. Магазина 2 на карте отмечены. О, Сабинский район, есть чак-чак. Значит, собак буду покупать. Сейчас пока посмотрю. С медом Бауи называется. Вот мечеть в Сатыше. Тут прям 3 магазина в центре. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Ну, ассортимент неплохой. Цены тоже. Вот такой завтрак я себе делаю. Блин, надо было гречку запарить, да не парить. Блин, не работает переключатель, а? На первую скорость не могу встать. Сейчас будет затяжной подъем, опять не знаю, как вывозить. Смотрите, есть средние Сабы. И я поворачиваю на Юлбат, объезжаю Сабы, еду в лесхоз. Как-то заколебала меня эта трасса. Юлбатское сельское поселение. Вот какой-то удивительный объект, наконец-то. Водоохранная зона, речка, вижу запруда. Народ здесь вон гуляет. Река Каскаш. В этой части полно родников. Я вот, по-моему, второй уже вижу. Заезжаем в новое село. Здесь хоть какой-то колорит. Но пахнет, блин, крапивой или чем-то в этом роде.
интересный маршрут, вот сейчас интересно. Сила сводит. Вон дорога узкая, а. Заехать Ковы взять, что ли. Покидаю Мартынова. Еду в соседнее село. Тулпар, по-моему, называется. Сейчас опять. Подъем, спуск, подъем, спуск. Ну, вот эта часть не как-то это больше зашла с Сибирского района уже. Село Туктар. Тут подъем. Так, Албатира. Ну что, я в Туктаре. Не знаю пока, что это за село. Интернет тут тоже плохой. Ну, здесь вот такая вот терраса, лески. Сразу по въезде кладбище. Речка течет. Ох, хорошо. Ну что, обычные дома тоже вокруг, поля, сельхоз, коровы, молочные, наверное, хозяйство. Мужчина остановил, спрашивает, как в какое-то село приехать, я его не пойму. У многих, кстати, не понимаю здесь, вот начиная с Ильичей. Они вроде по-русски говорят, но непонятно. Как-то произносят свой говор, что ли, здесь. Не знаю, что в Аске есть свой, ну, наверное, и здесь. Так, Кильдебяк. Сейчас вот его проезжать буду. Кильдебяк, выезжать на трассу. Так, поворот на Сабы и выход на другую трассу. Вот такая здесь панорамка открывается. Все, погнали на лесхоз, ребят. Надеюсь, здесь Катька придет. Опять спуск, подъем. Вот так всегда. Счет Сабы меня хотят выжить. Десятку до лесхоза по такой трассе я быстро доеду. Источник. Уже третий, по-моему, вижу в Сабинском районе. А нет, это не источник, это что-то другое. У парня, он поехал на машине, Рафиль что зовут, из Сабов, руководитель, по-моему, центра, где велосипеды продают, там спидбайки, что-то в этом роде. Я говорю, а ремонтом занимаетесь? Да, говорит. В итоге позвонили мастеру, уточнил, делают ли они ремонт велосипеда. Ну, хочу посмотрели, чтобы не переключатель, а то здесь перепады высот такие. Я не могу на одной скорости. А дальше-то пойдет. Надо сразу, пока там все необратимо не произошло. Потом, может, засохнет, заржавеет и все. Пусть переберут, посмотрят. Это Сабабаш. Такой поселок с крутыми домами.
Лесничество Сабинское. Лесхоз где-то близко. Ну этот подъем затяжнющий, маленький, но затяжнющий. Тяжело идется. Капец, молодец гоняет, а? Безнаказанно просто. Вот тоже под 100, наверное. Вот нормально проехал. Сосняк здесь. Сосняк. Мне вот высокогорские леса прям зашли. Почему-то. Они такие редкие. Ну, какие я люблю. Большие сосны, много света. А тут много другие породы. Конечно же, на границе с Марикой ничего так сосны. Велосипедист, турист. В Сабы едет. Эй, гали-гали, лесхоз. Вот эти, ну да, видно, что новое здание. Но построено красиво достаточно. В принципе, новой постройки, начало работы в 2000 году. Располагается на улице Миниханова, Н10. Вот вы видите. Но мне нравится минарет. Он такой, чем-то на стамбульские башни похож. Галатская, по-моему. Вот, и высокий достаточно. We are the champion, my friend. Опять спуск. Кукмарская улица. Асфальт отличный в деревне. Деревянное здание со вторым этажом, с балконом. Посмотрите, солнышко, но закрыто, блин. Музей леса не работает, прям там ржавый замок висит. К сожалению, многие музеи не работают. Ну ладно, был, посмотрел, что есть такое. Как-нибудь в другой раз. Вон еще калитка, может быть, оттуда зайти. Здесь также, да. Да, вот основной вход здесь оказывается. Вот тут открыто. Пушка новая, как будто отлитая. Татарстан, Республика Сым, Министр, музей истории Сабинского лесничества, лесного хозяйства. Не хочу я сюда, разочарован. Не понимаю это никак. Че я, блин, должен ради музея за километр 2 ехать, снимать наличку? Не знаю. Неужто вот, блин, интернет и есть 4G. Подключите. Не так дорого, может быть, муниципально. Еще какая-то скидка на эквайринг. Не знаю, поеду дальше, если желание появится, я вернусь. Интересно? Не думаю. Ну ладно, сейчас все может измениться. Если действительно сейчас Сбербанк легко найду. Тут целое местное велосипедное сообщество есть. Проверим. О, крутая площадка. А это что за центр такой? Да, вот здание библиотеки, что-то здесь еще явно. Может быть, дом культуры, что ли. Здрасте, а где у вас Сбербанк, этот банкомат? А, вот здесь, да? Спасибо.
Ассаламу алейкум. Привет, привет. Ну, интересно, местами что-то новое узнал, увидел. Много чучел, много портретов и подарков, которые Миннихановым подарили. Узнал, что отца Минниханова звали Нургали. Понял, что мечеть Нургалита в честь отца Минниханова. Может, в честь какого-то другого. В принципе, если будете в Сабах, лесхозе, заезжайте. Почему нет? Недорого. Еду. Наверное, километр уже от лесхоза отошел, может быть больше. Пока что подъем плавненький. Потом спуск в долину реки будет. Тело опять как цуцик. Прям мощно. Решил отдохнуть нормально на остановке. Солнце все-таки еще пекет, время 15-17. Ну вот, в принципе, минут через 20 доеду до Сабов, может быть больше немножко. Ага, меня же продувает. Вот это спуск. Поселок ПГТ с населением 9000 человек, ну, много достаточно. Я вроде как Зеленодольск только 100-тысячный был, вот это второй, наверное, по численности. Интересно будет шаурму попробовать, так как я давно уже не ел, не пробовал. Ну и чак-чак есть здесь местный, я точно знаю, уже встречал. Дай бог найду в местном магазине. Ну и сейчас с ремонтом надо заняться. Попробовать, чтобы не отремонтировали. А, да, еще важная информация. Сабы находится на высоте 152 метра, оно и чувствуется. Я надорвался, пока сюда взлетал. Поглядите-ка, какой спуск. Ну да, чувствуется городская среда. Тут, похоже, даже мечеть-то не одна. На такое количество людей. 5, наверное. Источник воды. Одна, вторая, 2 мечети уже видел. Пекарня, женщина говорит, ну типа это, около памятника танкиста, там кафе Тан. Знаете же, открылся. Я говорю, я откуда знаю, я тут первый раз. Так, ну вот. Центральная прогулочная. Я люблю Сабы. С тружеником тыла. Памятник. Ага. Воинам. Кафе Тан порекомендовали. Ну ладно, говорят, тут все есть. И шаурма. Первые блюда. О, шаурма есть. Ну что, с картофелем, сыром, с летним салатом. Хорошо так спускаться.
Апрель. Мебель. Да, много чего здесь интересного. Ну ладно, что уеду, то... Что увижу, то увижу. Ага, что-то здесь есть. О, кафе-бар. Вот, наверное, там. Что-то есть, поесть. Вот такой чай принесли с некипяченой водой. А шаурма вроде ничего, плотная такая. Чувствуется всего много, не знаю, соуса не чувствую пока. Попробую шаурму, называется Sky Bar. В принципе, атмосфера ничего, внутри все хорошо, как бы и помыться. И, как говорится, посидеть, там музыка. Ну, то, что касается приготовления шаурмы, это, конечно, не их, по-моему, дело. Все и мясо, хорошие ингредиенты, ну, перемешали так, сбалансировали, не очень, невкусно. Чувствуется вот вкус такого обычного вареного куриного мяса. Нехватка соуса вообще. Ну, как будто его там нет. В итоге даже не доел. А чай принесли так вообще недоваренный. Ну, то есть недокипяченный. Пить его было нереально. Все, еду на улицу Озерную, она вот где-то здесь недалеко. Буду пытаться делать велосипед. Тоже, я свой велик починил быстренько. Заехал в спортивный клуб Азимут. Здесь дружище Айдар помог. Вот. Смажу сейчас цепи, поеду в Варский район. Капец, он грязный. Я такой же был. Велосипедов по дворах собак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, и все они как бы любят это дело. Яшкин ты кот. Вот так вот, да? Что-то как-то здесь дико, видимо, велопутешественники. За Казани меня не тормозили. О, картодом, Аргамак. Это, кстати, достопримечательность собов. Здесь Миниханов любил гонять. Встретил Ильдуса из богатых собов. Он спрашивает, интересуется, как дела, куда еду. Нормально, говорю, все. Еду в Арск. В Арск сейчас, да? Ну, не сам Арск, Мурали, а завтра в Арск. Я так не выйду. И свой. Выезжаю потихоньку из собов. До цели 38 километров. Беги, Форест Гамп называется. И подъем пошел. Ух, хорошая катка. 3-4 осталось, было 40. Да, был Мингер через 2 километра. Хорошо спускаться, когда перед тобой вот такой подъем стоит, немного не по себе становится. Магазин Рудаш. Тут тоже везде сеть кибет и продают спиртное только. Под кем же это находится? Тут, наверное, мафия действует. О, мечеть интересная, тут на верхотуре. Да вообще место живописное. Ну, почему-то все живописные и интересные места вечером встречаются, когда едешь на скорости. О, детвора, привет! Сейчас будет подъем, скорее всего.
Смотрите, полиция. Памятник поставили старинному мотоциклу. 300 лет полиции России. Да, Айдару спасибо. Переключает за милую душу все. Красавчик он. Вот так с людьми знакомишься, расширяешь кругозор, выясняешь, что, как, где, кто живет, где лучше, чем, как говорится, чем у нас. Барикельда. Кстати, вот она, Мёша, ее истоки где-то, наверное, тут. Прикольно. Такая она невинная. Вот она, река Мёша в Сабинском районе. Такая невинная она тут уже. Малюсенькая. Перейти, наверное, даже можно. О! Так это святой источник из Гелера в Чесмаше. Вот здесь Мингер. Недалеко, но несколько деревень. После Темерлика из Гелера в Чесмаше. Такая вода. Водораздел Мёши почти преодолен. Сейчас, походу, опять спуск будет. Дальше Мичанское сельское поселение. Это все Сабинский район еще. Предвкушение Аска района. Старый Мичан. Да, тут при въезде какое-то административное здание, может быть, клуб, администрация. Тоже памятник стоит. Воевавший в годы Великой Отечественной. Сейчас будет поворот. В советское время многое отстроилось. Дом культуры вот советский, дома советские. Магазин уже закрыт. Другой тоже, наверное, закрыт. Вот. Кто-то картошку садит, что ли. Да, до 6 магазинов тут. Ай, подъем. Привет, коровы! Вон, народ то ли купается, то ли рыбачит вечером. Речка, наверное. Тут озеро, точнее, на карте. Запруды, опять же. В этой части Татарстана, ну, кроме вот Зеленодольского района, озер почти нет. Ну, места, живопись. Это надо просто сфоткать. Вау, ребят. Что-то везде тут, похоже, праздники в этих окрестностях сегодня. И тут вон музыка громкая играет. Время почти закат. Осталась половина дистанции. С такой скоростью за час. Вот, 20 ровно экватор. Тут Карине приехал. Река Малая Мёша здесь. Тут можно повернуть. Где мечеть. О-хо-хо, попал на праздник. Нифига население. Шашлыком пахнет. У-у-у, какая лепота. Ага. Kullar şahap kış biri geldi hürmetli dostlar. Haydi güzel. Final. Final yarışı hazır mı? 1, 2, 3. Радик abi oynap da aldı Esra'yı. Так я попал
это называется. Пешком. Так больше. Опасно, еще животные. Ё-моё. Вот капец. Болотистые участки. Ну ничего. Ой. Блин. Испытание. Вот как тут ехать-то? Вода. Опа. Мама. Спасибо Богу. Да. Красава. У меня от этих лесов уже мурашки. О, следующая Сиза будет. Деревня с интересным названием Чума Йога. Осталось 8,5. Следующая уже будет Сиза, а рядом с ней прям примыкает Мурали. Осталось не так далеко. Еду, поворот. Тут трасса оживленная, а у меня фонарь передний не горит. Опять риск, блин. 900 метров, ура! Привет, молодежь! Попал тут на праздник жизни. Здравствуйте. Казан готовят. Костер. Хорошо. Пахнет. Жители села собираются. Салют, все дела, артисты. Баранину зажарили. Не зря я тут надрывался, ехал 108 километров. Просто мощь. Что-то народ здесь тоже собирается. Шашлыки. Продажи всякого. Ну, правильно. Какой же праздник без торговли? Детское все. Батут. На улице, в принципе, тепло, но я что-то подмерз на спусках. Летел. Нашли мне место для ночлега. Надеюсь, переночую хорошо. И салют. Вау. Вот народ гуляет.